Абри журнал Алашара цхтанпи номер квирваку ери и новелла Амацаз имен Тахзай. Одно из последних произведений абхазского поэта-прозаика Терентия Чаня, новелла «Амацшаз», была опубликована в журнале «Алашара» в конце прошлого года. Как отмечает редактор издания, поэт Анатолий Лагула, произведение посвящено реалиям нашей жизни. Все написанное Терентом Чаня отличается особым почерком. Никто так не сохранял красоту слова, как Терент Михайлович, говорит редактор журнала «Алашара». Я женралко, я харадзик, ахочквиризку, и лирика женралко, шамахадзек, хапсо композитор цвезеки, аша кварахиркахан, и ратирентиха таки, аша ихон тенечкуназ, а гитара ирхон, саребзидзе не свал, что вот Васил Царгуши иерей, игерт Гунбе иерей, композитор цведу козики, шамахак, я женралко, ирлхна, аша козмевицез, Ацвкитахацамес. Уи ибзицене ирдруан яхигуло чарке, егирта бипара козики, зал дука чочимчира культура хана чова хуши крханза, чара хочфат пан, тиентю килана, апне илалани неос арпегвейна бейт ацл икутанигватевас арпегвея бейт хабриажин рала хна, ахрада налагана хсе ицхара ялагахан. Новость о кончине абхазского поэта, публициста, общественного деятеля Терента Чаня стала ударом, отметил Анатолий Лагула. Литературный мир страны потерял одного из лучших авторов, считает редактор. Шамахадзека ритсовете, рит коллегии яло ит харбозе рабхир гылына ерги харбон еригуана гара хаззаван еригуана гара харасиха акранакон. Ихацухтан би имих наскахку дара лахикурла хабхвитсвезеге культуру усвитсвезеге до хаб хуштара есмша еслом хаузегерзе ари. Поэт Владимир Зонтарь отмечает, Терент Чаня был многогранной личностью. Он проявил себя не только как талантливый поэт, но и как человек с активной гражданской позицией и патриот своей страны. Он был прекрасный газетчик, и когда он готовил какой-то собственный материал для очередного номера газеты, его рукопись не перепечатывали, то есть посылали в типографию прямо в таком виде, в каком он написал, потому что он таким убористым почерком, так красиво, так аккуратно писал, что линотиписты, там, типографские работники набирали прямо с листа, с рукописи. Он был во всем аккуратен. И вообще есть такое понятие многогранное дарование, многогранный талант. Вот этими качествами редкими, незаурядными обладал Терентий Михайлович. Опубликованные год назад стихи Терентия Чаня удивляют глубиной мысли и особенным стилем, подчеркивает Владимир Зонтарь. Год назад прочитал в журнале «Алашара» его новую подборку стихов. Тогда ему было где-то под 80, да? Я просто был поражен в таком возрасте писать такие стихи. Там такая свежесть чувств, такая глубина мысли, такой язык, такая красота стиля. Это надо быть очень талантливым человеком, даже чтобы в таком возрасте сохранить вот этот задор, вот этот дух и вот такое владение пером. Терент Чаня – автор более 50 песен. Такие композиторы, как Константин Чингелия, Рожден Гумба, просили его соавторства, рассказывает Владимир Зонтарь. Сейчас мы можем образно назвать их старыми песнями о главном. Песни 60-х годов, это лирика, это вот это и ход-хоту абсабарат шажон, или там какие-то еще вещи, которые молодежь пела. И сейчас какая-то ностальгия по этим, да, временам и по тем песням, потому что он чувствовал слово, он обладал хорошим музыкальным слухом, и это тоже проявление, очень интересное проявление его незаурядного дарования, таланта. Во время Отечественной войны народа Абхазии квартира Терента Чаня вместе с библиотекой была разграблена и сожжена. Во время боевых действий поэт был назначен главным редактором военной газеты «За наше Отечество». Он помогал издавать наши газеты во время войны.
и абхазскую, и русскую газету. Он был в гуще идеологической борьбы и в гуще, значит, он внес свою лепту, свой вклад в нашу победу. Создана Государственная комиссия по организации похорон поэта под председательством министра культуры Гудиса Агарба. Церемония прощания с Терентом Чаня пройдет 5 февраля в 12:00 в Сухуми по адресу улица Лакоба, 91. Поэт будет похоронен в селе Кутол. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Амбаза ТВ.